Позвали в гости мои друзья Паша и Лена Новиковы готовить бешбармах, крымско-татарское блюдо. Со мной. Пошли гулять. Ты казала, найди, люби, да разум привет. Сегодня будет волшебство. Готовим бешбармах. Да. Причем я его готовить не умею. Ты умеешь? Никто из нас не умеет. Бешбармак это, конечно, да, это мясо, оно хорошо выварено, и оно выварено в бульоне, оно выварено 4 часа. Да. Но это еще и, короче, по сути, 5 разных способов приготовления и обработки лука в одном и том же блюде. Короче, первая бацилла, которую они говорят, что надо обжарить часть лука в, внимание, в жире, который ты снял с бульона, когда шурпа сварилась. Ты как-то умудряешься на своем хобби. Для меня вот лепение тарелок это больше как ощущение хобби, зарабатывать деньги. Это круто. Это счастье. Это счастье. Заниматься любым делом, за это тебе платят. У меня пошли слезы счастья. Он по одному закидывал. Я Слушай, пока... а тесто, вот рецепт теста расскажи. Мука, 5 яиц. 5 яиц? Ну, там же просто, там оно как-то в рецептах на количество мяса пересчитывается. Смотри, прикол такой, я его делал таки на бульоне, потому что это был самый старый, ну, как мне показалось, подход к снаряду, да? То есть, скорее всего, жидкость люди экономили, потому что это действительно степное блюдо. Соответственно, ну, если ты уже сварил шурпу, то, значит, все остальное с использованием той жидкости, которая была в шурпе. Одну часть лука ты жарил на жире, вторую ты варишь часть подвариваю лука в бульоне. Третья часть лука, между прочим, зеленый, который ты порезала. Да, это уже третий способ. И четвертый способ, это, ну, в смысле, четвертое превращение, да, которое мы можем зафиксировать, это когда, соответственно, вот этот поджаренный лук, с ним встретится сваренное тесто, паста, да? Да, жух. Да, она должна вот именно сейчас подсохнуть. За это время лук сварится. И после этого, короче, все готово. Варится паста. И вот тогда-то все и начинается вся красота. И вот тогда-то это объединение и делает нам кайф, который мы знаем под названием бешбармак. Очень интересную историю недавно прочитал про искусственный интеллект. Запустили, по-моему, в Америке. Название не помню этого робота. И он начал отвечать на диалоги в интернете с людьми. И, в общем, на основе всех этих диалогов, разговоров он начал хамить. Да? Да, и это дошло до того, что он начал антисемитские высказывания. Да, его быстро вырубили. Да, и искали, где там... Но он же на людях учился. Да, правильно. В этой программе, да. Ну вот то, чему может научиться, то есть он все равно учится у нас. Это мы. Искусственный интеллект. Да. Он не может что-то свое сделать. Это мы нацисты. Да. Да? Готовит Паша бешбармак, говорит, это мы нацисты. Конечно. А мясо какое у вас? Да. А чем у нас? Смесь русскоязычных младенцев. Приправа снегири, да? Да. Я сегодня счастливая женщина. Вот в окружении мужчин, готовят мужчины, буду только пробовать. Это же рай. Завидуйте все зрители. Если бы я мог пить, подписчики. я бы еще успел бы. Да. Искусство вообще такая штука, она неосязаемая. Где хорошо, где красиво, а где некрасиво. То есть это рефлексия каждого на это и самого общества. Главная цель для искусства, я думаю, это просто реакция, вызвать эмоцию. Сейчас фотоаппарат делает намного круче, да, изображение, чем... И сейчас реализмом удивить, это только ты технологии, то, что ты классно умеешь делать. Да. Это степная казахская, да, получается, кухня? Да. У нас есть пряности самые, это лук и чеснок. Крымских татар. Несколько сел есть. Говорят, что там проживали тоже татары. В этих селах сохранилась такая традиция, когда сосед у другого соседа берет в долг
минимальное количество продуктов, чтобы приготовить какую-то еду, он берет на борщ. Борщ в крымско-татарском языке – это долг буквально. То есть это долговой Борщ. такой суп. Борщ-лук. Долг. Долг. То есть это, короче, минимальный набор, который нужен тебе для того, чтобы Для того, накормить да. там, себя и окружающих. Да, да. И это называлось взять или дать на борщ. На борщ. В украинском языке борг. Слово. Ну, да-да-да. Да. Есть созвучность, но вот здесь нужно посмотреть, насколько оно там совпадает и откуда корни у слова борг и борщ. И отсюда пошел Мне так рассказали, я не знаю. Это... Ну, мне нравится эта версия, это что все идет от татар, мне это все нравится. Нарратив. Не все, а... Точно. А вот есть песня «Калала казан ичинде хаз баласа». Татарская. «Калала казан ичинде хаз баласа. Сенана жорано зянаса». Вот, ну, украинская мелодия. А и это всё. заимствование в крымско-татарском. Это ж есть две песни, которые точно известны, что они из украинского и крымско-татарского. Ну, прям вот, прям украинская мелодия, все. Вот я не знала. Плыве кача, по-моему, тоже. Мелодика плыве кача вплоть до Балкан используется очень точно. Отображена вот во всем этом регионе, который, ну, собственно, который с османами был соприкасался как минимум или был частью османского мира. То есть на Балканах, ну, по крайней мере, запевы про плыве кача идентичны. Единственное сильное, наверное, то, что вот пошло разные вектора, это религия, конфессиональное отличие. А так формировались народы, юг Украины, 200 лет назад только перестал быть крымско-татарским. Эльзара Ханум, ты прекрасна. Спасибо. Все, уходите, надоели. Пока. Смотри в интернете. Обязательно. Я буду счастлив. Счастливо. Муа. Мы едем сытые. Пашечка, спасибо. Бешбармак был классный, разобранный чебурек. Вот был так великолепный. Да. 5 пальцев без бармак. Было просто прекрасно. О, у нас теперь новый этот будет. Приветствие, да? Беш бармак. Бешбармак. Продолжение следует. Следите за эфиром.